В молодежных центрах, открытых уйгурскими турками, бежавшими от китайского гнета в оккупированном Восточном Туркестане и поселившимся в Турции, новое поколение уйгуров сохраняет свою культуру и традиции. Общинные учреждения помогают молодым уйгурам получить образование и успешно бороться с наркоманией. 30-летний Абдусам Хатен является одним из соучредителей молодежного центра Восточного Туркестана в Стамбуле с 2021 года, чтобы помочь уйгурской мигрантской молодежи и местным жителям жить лучше. Основная цель центра – обучать и помогать уйгурской молодежи, которая находится на неправильном пути, таком как азартные игры, зависимость от наркотиков и других веществ, и направлять их на реинтеграцию в общество, сказал Хатен. Чтобы спастись от китайского гнета и геноцидных убийств, 3 брата по имени Адиль, Абдулхалик и Абдусилям Турсун, которые являются выходцами из Каргалыкского района Яркента в оккупированном Китаем Восточном Туркестане, незаконно пересекли Гималайские горы, достигли индийского пограничного города Ладак и сдались индийским солдатам. Арестованные братья приговорены к 1,5 годам лишения свободы за незаконное пересечение границы. Однако после того, как их приговор закончился, правительство Индии не освободило их и не разрешило им ехать в третью страну. Братья до сих пор несправедливо и незаконно содержатся в тюрьме в Харипуре, недалеко от столицы Нью-Дели. Мохаммед Шафи Лассо, адвокат 3 уйгурских молодых людей, говорит, что если Турция их не примет, вероятность и опасность передачи их Китаю очень высока. Новым признаком хрупкости восстановления экономики Китая стало то, что тенденция к снижению импорта и экспорта продолжала ускоряться в июле. Согласно данным Главного таможенного управления Китая, в июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт сократился на 14,5% до 281 миллиарда долларов, а импорт упал на 12,4% до 201 миллиарда долларов. Экспорт зафиксировал самое быстрое снижение в годовом исчислении с февраля 2020 года, когда ощущались первые последствия вспышки COVID-19. Снижение экспорта превысило ожидания службы финансовых услуг ВИНТ на 4,8%. Хакеры из Северной Кореи взломали компьютерные сети НПО машиностроения российской компании, производящей баллистические и крылатые ракеты и космические спутники, в том числе гиперзвуковые, сообщает агентство Reuters. По данным Reuters, в 2021 году элитные команды хакеров, связанные с официальными лицами КНДР, особенно ScarCraft и Lazarus, тайно внедрили шпионское ПО в системе НПО машиностроения, расположенного в подмосковном Реутове. Несколько месяцев спустя Пхеньян объявил о ряде успехов в своей программе баллистических ракет, однако неизвестно, связано ли это с использованием какой-либо информации, полученной в результате взлома. Командование Северных сил США Нордком объявило о совместном военном патрулировании России и Китаем на прошлой неделе в международных водах вблизи американского штата Аляска. В свою очередь, Россия и Китай подтвердили совместное патрулирование. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что 2 страны передали Китаю ноту протеста после того, как команды береговой охраны столкнулись друг с другом на спорной территории в Южно-Китайском море.